Здравствуйте, это новости Татарстана. Информационные итоги дня в ближайшие полчаса. В студии работает Регина Ягудина. Объекты будущего. Движение Фиджитал уже вовсю шагает по планете. Новый фиджитал-центр Казани ждет первых спортсменов, а объекты игр будущего от первых соревнований. Об атмосфере за сутки до открытия Рамиль Шайдуллин. В Набережных Челнах впервые пересадили сердце, а в Казани будет новая детская больница. В 2024 году обязательно будет реализован проект так называемой подростковой медицины. Эти и другие итоги нацпроекта здравоохранения услышала Лина Зинатуллина. Жители Лаишевского района сегодня сказали большое спасибо своим героям. Очень приятно, очень рад, конечно, что помогают. Очень рад, что у нас такие люди хорошие и добрые есть. Как большие добрые сердца помогают постепенно возвращаться в обычную жизнь, расскажет Алия Хайрудинова. В ближайшие 2 недели Казань станет местом притяжения десятков тысяч туристов со всего мира. Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» принимает Татарстан. В них примут участие больше 2000 киберспортсменов из 107 стран. Соревнования по фиджитал-дисциплинам развернутся сразу на 10 площадках Казани. Грандиозная церемония открытия состоится уже завтра. Сегодня болельщики и гости «Игр будущего» наблюдали за сражением за $250 тысяч. Такой призовой фонд у баталий по Warface и Лазертагу. Это одна из старейших компьютерных игр, которая появилась в странах СНГ и стала популярной. Хотя бы раз в мире ее сыграли больше 6,5 миллионов человек. А в 2013-м игра вошла в книгу рекордов Гиннесса. В Академии тенниса интерес к состязаниям и на трибунах был колоссальным. За приз в течение недели будут бороться 8 команд. Рамиль Галиуллин все увидел сам. Академия тенниса на время соревнований превратилась в один большой виртуальный мир. Буквально с порога всех гостей встречают герои популярных компьютерных игр. Каждый костюм – настоящее произведение искусства. Это косплей на Джесси Макари из Overwatch. Это просто прикольный персонаж, который является фактически миротворцем и защищает правосудие. Шериф. Я в образе Айса из игры Valorant. Мы, соответственно, начинали готовиться к играм около 3 месяцев назад. Крафт, который здесь есть, это я делал, печатал на принтере, а пошивом занималась жена вот меня. Это достаточно серьезный риск. Снайпер в защите на антенне Тесла. Но все внимание сегодня, конечно, на киберарену. Здесь развернулись настоящие баталии. 2 команды выявляют сильнейших в игре Warface, популярном шутере или, проще говоря, стрелялке. Видел бомбу, и вот с этим моментом ребятам уже никак этот раунд не взять. На большом экране прямая трансляция виртуальной битвы спортсменов. Блестяще ориентироваться в виртуальном мире только полдела. Важно показывать чемпионский характер на реальной площадке в самых разных условиях. Фантазия, давай, развернись, начни стрелять. Отлично. Окунуться в мир экшена не только в компьютерной игре, но и в офлайне. Следующий этап состязаний. На специальной площадке спортсмены сменяют виртуальные винтовки на игрушечные лазерные. Планировка территории в точности повторяет декорации компьютерной игры. Перестрелял, друг друга застрелили. В обычной жизни Борис Казимирский, а онлайн-мире Тесла. Парень в киберспорте уже 10 лет. Его белая команда сегодня начала с победы. Мы каждый из разных городов игроки поехали в Питер, все собрались, жили вместе с лазертагерами, которыми мы познакомились, они нас всему обучали. Очень было тяжело, ноги болели, много бегали, по 3 часа, по 4, но все дает свои плоды, и мы очень рады. Сегодняшние состязания привлекли немало фанатов. Не устояли даже те, кто не играет в компьютерные игры. Прикольно, мне очень нравится. Я всегда хотел побывать на таких подобных мероприятиях, где там играют, пытаются, командный дух есть. Очень подготовленная команда. В первую очередь, это очень зрелищно. Очень все красиво. Бороться за общий призовой фонд в 25 миллионов рублей команды будут до конца недели. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Сейчас предлагаем послушать впечатления зрителей и гостей Казани, побывавших на тактических соревнованиях в Академии тенниса. Очень большой масштаб мероприятий, на самом деле, мы на таком впервые. Вот, очень интересно все это посмотреть, понаблюдать. Я советую прийти сюда посмотреть мероприятие, 10 из 10 для меня. Мы из Караганды приехали с семьей, приехали посмотреть все игры.
том числе и Warface. Были на хоккей уже, пойдем на футбол, на единоборство. Интересный формат этот, цифровой и физический. Хорошая площадка, свет, ощущения, люди. Интересно то, что сначала было как-то онлайн, а теперь они показывают себя в офлайн жизни, сами там в реальности играют. Сама занимаюсь военной патриотикой. Вот в организации мы тоже играли в лазертаг, но чтобы это совмещалось еще с игрой Warface. Это на самом деле первый раз, и это на самом деле интересно. Казань не только проводит в истории страны соревнования такого формата, но и будет обучать киберспортсменов. Сегодня в столице открыли фиджитал-центр. Здесь будут готовить спортсменов, одинаково успешных как в физическом, так и в виртуальном спорте. Ранее такие объекты были открыты в Кемерово и Севастополе. На церемонию сегодня приехал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин. Сейчас в 63 странах есть представительство фиджитал-движения. Рамиль Шайдулин с места события. Ну что, добрый путь. Поехали. Простым нажатием, но не на стилизованную кнопку, а на реальный игровой контроллер. Дмитрий Чернышенко и Олег Матыцин запускают первый в Казани центр подготовки спортсменов будущего. Движение фиджитал уже вовсю шагает по планете. То есть это движение уже не остановить. И очень символично, что здесь, в Поволжском университете, которому объект, который совместно был усилиями создан Республикой Татарстан и Министерство спорта, создан фиджитал-центр. Это место, где будут развивать стандарты для гармоничного развития человека, умного и в то же время физически крепкого и ловкого, настоящего фиджитал-спортсмена. Сейчас мы говорили, может быть, целесообразно рекомендовать и другим университетам использовать этот опыт формирования такой типовой площадки, которая бы позволяла и исследовать это направление, и помогать формировать гармонично развитую личность, потому что интеллектуальные преимущества, они должны быть гармонично сочетаемы с физическими возможностями спортсменов. Новый центр построен в деревне Универсиады специально к играм будущего. Он поделен на две зоны – спортивную и киберспортивную. В последней есть компьютерный зал, зоны игровых консолей и виртуальной реальности. Тут созданы огромные большие условия для реализации себя. Мне кажется, ВУЗ старается вывести более наш спорт на высокий уровень. Для этого существующую в Поволжском университете кафедру киберспорта преобразуют в кафедру фиджитал-спорта. Помимо того, что имеют первые киберспортивные разряды все, они также еще имеют разряды в их видах спорта. Если мастера спорта есть, и КМС, Здесь среди них есть студенты Поволжского университета? Да, конечно. Именно здесь практически с нуля будут создавать теорию и методику. Я думаю, что кафедра фиджитал-спорта у нас будет одной из первых, потому что такую базу, как сегодняшний центр, мы получаем первые из всех, я думаю, не только спортивных вузов, а из всех вузов Российской Федерации, поэтому на нас ложится очень большая ответственность. Конечно, с точки зрения развития мы хотим такие центры, типовые центры реализовывать не только в Казани, но и в других городах нашей республики, для того, чтобы это движение захватывало все больше и больше молодежи. Детям и молодежи, им нужно чем-то заниматься полезным. И вот еще прекрасное такое место, и это здорово. До открытия сутки, но Казань уже живет в ритме фиджитал. Мы находимся во дворце единоборств, где будет проходить одна из самых зрелищных дисциплин – фиджитал единоборства. Вот в этом октагоне бойцы будут выяснять отношения сначала на приставках, а потом на кулаках. Площадка готова и к тому, и к другому. Сегодня это оценил и Дмитрий Чернышенко. Утром он лично посетил объект в преддверии стартов. Ему показали готовность ринга, электроники и аудиовизуальных эффектов. Рамиль Шайдулин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. В Татарстан продолжают прибывать главы иностранных государств. Среди них президент Республики Сербской, Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Несколько часов назад прилетел президент Кыргызской республики Садыр Жапаров. В Казанском аэропорту его встретил Рустам Минниханов. Президент Кыргызстана примет участие в мероприятиях игр будущего, а также планирует посетить ряд объектов, чтобы ознакомиться с экономическим и промышленным потенциалом республики. В республику каждый день прибывают тысячи гостей и участников игр будущего. Чтобы создать максимально удобный трафик, не парализовать транспортные артерии столицы, обеспечить удобство пешеходам, городской исполком разработал специальный график передвижения по городу. Ограничения всего лишь на 3 магистралях.
В ближайшие 2 недели одной из самых загруженных станет дорога в сторону сердца соревнований «Казань-Экспо». Уже завтра вечером здесь пройдет торжественная церемония открытия игр будущего. Сейчас я стою на выездной трассе. Как видим, о мировом масштабе турнира говорят флаги. Для автомобилистов здесь созданы все условия для удобного перемещения. Это не единственная дорога, по которой можно добраться до Экспо. Есть еще железнодорожный путь. Для удобства и быстроты гостям и казанцам от центрального вокзала запущены дополнительные 8 электричек. Они вмещают до 1000 человек. Курсировать будут без остановок. Таким образом, от Казани до аэропорта имени Тукая можно добраться всего за 20 минут. Рекомендуем воспользоваться железнодорожным транспортом. В сутки от ЖД вокзала Казани выезжает порядка 16-17 рейсов в аэропорт Казань. Это очень удобно, никаких пробок. Участники и гости фиджитал-соревнований прибывают в Казань в основном самолетами. И это не вносит коррективы в будничный режим работы аэропорта. Максимально у нас аэропорт Казани в пиковые дни, когда проводятся игры будущего, принимает порядка 80 рейсов международных и регулярных. Работает в штатном режиме. Никаким образом простые жители, которые по своим делам пользуются аэропортом, не затрагиваются. Прежде чем выезжать куда-либо, казанцам и гостям города рекомендуют заранее проложить маршрут до нужной точки с помощью электронных карт. Это поможет избежать пробки, а также заранее узнать, на каких участках города введены ограничения. Например, сейчас мы находимся около Татнефть-арены. Это одна из площадок игр будущего. До 23 февраля здесь уже частично перекрыли трафик по Бичурина, начиная от Чистопольской до Сибгата-Хакима. Значит, нужно объехать. Благо, дорог здесь достаточно. Под ограничение завтрашнего дня также попадает зона IT-парка имени Башира Рамеева. До 1 марта здесь перекроют часть дороги по Хади Такташа от Спартаковской до Марселя Салимжанова. Можно объехать по Туфана Минулина и по Айдинова. Во время игр будущего казанский цирк на неделю преобразится в центр битвы роботов. Поэтому с 22 по 27 февраля для автомобилистов ограничат движение, начиная от Кремлевского моста и Кремлевской набережной до парковочной зоны на площади Тысячелетия. Общественный транспорт в Казани в эти дни будет работать как обычно. Наши автомобилисты каких-либо затруднений испытывать не будут. Единственное, мы призываем всех автомобилистов внимательно следить за знаками дорожной обстановки и своевременно следовать, соответственно, указаниям и регулировщиков, и предписывающих знаков. Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, пропускать автобусы и автомобили с гостями. Сирина Васильева, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. К другим новостям. В Набережных Челнах впервые успешно трансплантировали сердце. Сегодня пациента перевели из реанимации в палату. Об этом сообщил глава Минздрава на брифинге в Доме правительства. Здесь подвели итоги реализации в республике национального проекта здравоохранения и рассказали о планах. Благодаря ему в Татарстане строят и обновляют медучреждения, приобретают передовое оборудование, открывают целые направления. Таким в этом году станет подростковая медицина. Подробнее в репортаже Лины Зинатулиной. Ожидаемая продолжительность жизни у нас по итогу составила 75,38 года. Это один из ключевых показателей национального проекта здравоохранения. В 2023-м Татарстан по ожидаемой продолжительности жизни занял первое место в ПФО и 12-е в стране. Общая смертность меньше 11 случаев на 1000 населения, самая низкая в округе. Во многом это результат развития первичного звена. Профилактическими осмотрами за год охватили 2 625 000 жителей. Медицинская помощь становится ближе, в том числе на селе. За 12 лет построили 705 ФАПов. В районы выезжают мобильные медицинские комплексы. На модернизацию первичного звена в 2024-м направят свыше 2 миллиардов рублей. Новую технику получат почти 9 000 объектов. Только благодаря этим нацпроектам идут движения вперед медицинской отрасли. Все есть. Самое современное оборудование, в достатке лекарственные препараты и расходные материалы. Да, действительно, уже не умещается, им нужны где-то поликлиники и другие корпуса современные там и прочее. Конечно, это тоже в планах. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась на 8%. Однако это все еще главная причина гибели татарстанцев. В прошлом году в Казани провели 26 трансплантаций сердца. Сегодня объявили, такая операция впервые проведена в БСМП Набережных Челнах.
МУФ. Болезни кровообращения в особом фокусе внимания. В стране действует федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Мы поняли, что без усиления амбулаторного звена, первичного звена у нас не получится никакого успеха. Благодаря этому мы вот сейчас, наверное, в числе самого небольшого количества регионов в России, которые вот настолько укомплектованы амбулаторными кардиологами. Напомню, только 5 медицинских организаций на сегодня своих амбулаторных кардиологов не имеют. Федеральный проект «Борьба с онкозаболеваниями» специалисты сравнивают по масштабу с грандиозным советским проектом создания онкологической службы в 1945 году. В 2023-м доля злокачественных образований, выявленных на ранних стадиях, в Татарстане достигла 63%. Такого рывка, как с 2019 года, мы никогда не наблюдали. На самом деле произошла реновация как медицинского оборудования, как стандартов, так и подходов и порядков лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Проведена грандиозная громадная работа по тому, чтобы привести эти стандарты лечения к международным. И нашим гражданам эта помощь доступна. Развивается и детское здравоохранение. На базе ДРКБ реализуют проект мониторинга сердечно-сосудистых заболеваний несовершеннолетних. Сейчас разрабатывают проектно-техническую документацию новой Казанской детской больницы, которая разгрузит республиканскую. О необходимости такой клиники говорили на итоговой коллегии с участием Рустама Минниханова. Огромный объем работы сейчас у детской республиканской клинической больницы, и где-то есть и перенапряжение, но мы справляемся, и вот благодаря Рустаму Нургалиевичу, то есть он, в общем-то, с самого начала поддерживает этот проект, но и, соответственно, я думаю, и здесь будет и федеральный компонент тоже присутствовать. Я думаю, что этот центр появится в ближайшие годы. Строительство планируют начать в 2024-м. Также начнут развивать ранее забытую подростковую медицину. Уже открываются такие кабинеты. Лина Изнатульна, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня Рустам Минниханов в Москве участвовал в пленарном заседании форума национальных достижений энергетика. Оно прошло на ВДНХ на площадке выставки «Россия». Раис республики рассказал о достижениях Татарстана в области нефтехимии. Наш регион ежегодно добывает 35 миллионов тонн нефти, 23 из них перерабатывается. Репортаж Дины Газалиевой. На выставке ВДНХ кипит жизнь. Несмотря на то, что вторник, рабочее время, здесь очень много людей, много экскурсий школьников. Деловые мероприятия тоже идут нон-стоп. Сегодня на ВДНХ тематический день, День энергетика. И в рамках этого дня состоялось большое пленарное заседание, которое посвящено теме лидерства и устойчивости энергоотрасли России. Участниками заседания стали представители регионов, ну и, конечно, руководители регионов и представители отрасли. Татарстанцы, конечно, тоже задействованы в тематическом дне. Сегодня в Москве Рустам Минниханов представлял регион. Газ, нефть, уголь, нефтехимия. Сегодня на тематической сессии вице-премьер Александр Новак привел главные цифры энергетической отрасли. За последние 10 лет доля импортозависимости в этой отрасли снизилась с 67% до 38%. Сейчас газификация страны 73,8%. План до 2030 года довести эту цифру до 83%. В целом по отрасли все оптимистично. Россия уверенно держит лидерство в энергосфере. Теперь еще и в нефтехимии. Совершенно неожиданные вещи, включая медикаменты, мебель, ткани, продукцию ежедневного пользования, сейчас делают из полимеров. Даже вот сейчас вы сидите на стульчике, я думаю, что все это сделано из продуктов переработки углеводородов. Поэтому, конечно, развитие этой отрасли и в мире в целом, и для нашей страны очень важно. Татарстан – лидер по производству нефтехимической продукции. Вице-премьер говорит о развитии Нижнекамскнефтехима. Модератор сессии Сергей Брилев показывает. Вот это нефтехим. Вот это нефтехим. Начиналась эта эпопея с Нижнекамска, поэтому, я думаю, сам Бог велел пригласить сейчас главу Республики Татарстан, Татарстан, Республика Раис,
Рустам Нургалиев. Рассказывая о развитии отрасли, Рустам Миниханов сообщил, что по итогам 2023 года в республике было переработано 23,7 миллиона тонн углеводородов с глубиной переработки 99%. Результат работы предприятий нефтехимии – это порядка 30% полимеров России и 42% каучуков, рассказал собравшимся Раис Татарстана. Мы считаем, что нам надо двигаться вперед. Вот, как было сказано, Этилен-600, он будет уже в начале 2025 года запущен. Это столько же этилена, сколько производит Нижнекамскнефтехим и дальнейшие производные. Второй проект – это расширение производства полимеров на Казань-Оргсинтез. Оба проекта идут, и группа компании «Сибур», вот 50 миллиардов инвестиций вот в прошлом году, в этом году 70 миллиардов. И я уверен, что все намеченные планы, они будут реализованы. Развивается в Татарстане и газохимия, а в производство сопутствующих товаров из полимеров вовлекается малый и средний бизнес. Ну а главный акцент, как заявил Раис Республики, на экологичность всех процессов. Дина Гзалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярошов, ТНВ, Москва. Фарида Мухамедшина сегодня избрали председателем Ассамблеи народов Татарстана. Такое решение приняли на 6-й отчетно-выборной конференции Ассамблеи. Здесь подвели итоги работы за 3 года. К многонациональной семье Татарстана за это время присоединилось 3 национально-культурные организации – тувинская, якутская и китайская. Представительства Ассамблеи открылись еще в 12 районах республики. Год семьи, как отметил Фарид Мухамедшин, это прекрасная возможность познакомить жителей республики с разнообразными семейными традициями народов, живущих в республике. Не менее важный вопрос – интеграция мигрантов, особенно иностранных студентов. Также сегодня утвердили новый состав Совета Ассамблеи. Руководство республики, Раис Татарстана, и вы понимаете, что это один из главных вопросов нашей многонациональной республики. Поэтому заниматься этим делом будем и дальше так же плотно, как это делали до сегодняшнего дня. Спасибо вам за доверие. Будем работать. Сегодня в Казани в региональном избирательном штабе Владимира Путина прошла встреча волонтеров и студентов с главой Федерации дрон-рейсинга Георгием Дикопольским. Они узнали о классификациях дронов, на каких проще всего обучаться, и попробовали управлять ими самостоятельно. Во время встречи Георгий Дикопольский рассказал о создании беспилотных летательных аппаратов и подготовке кадров как для армии, так и для промышленности. По словам главы Федерации дрон-рейсинга, умение управлять дроном – это билет в будущее. Для молодежи с какой-то стороны, может быть, даже это профориентация, потому что действительно молодежь задает много вопросов по беспилотным летательным аппаратам, по дронам, для чего они используются, как они состоят, как их собирают. Это актуальная тема для молодежи, и она действительно интересуется ей. За этим будущее, потому что это идет новое поколение людей, которые интересуются этим, которое может продвинуть нашу страну вперед, и не только в военных целях, но и в гражданке, потому что это и агродроны, и промышленные дроны, это также слежение за правонарушениями, это слежение за строительными объектами, что очень важно, поскольку дроны могут подниматься на большие расстояния. У претендентов на президентский пост сейчас идет активная работа. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов в Москве посетил Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве. Ему провели экскурсию по вузу, и состоялась встреча с руководством и трудовым коллективом. Кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Дованков приехал в Кисловодск. Он прогулялся по городу, оценил, как идет благоустройство, затем провел встречу с сотрудниками одного из санаториев. Кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий в Госдуме пообщался с участниками образовательного проекта «Молодой законотворец». Студенты вузов 4 месяца разрабатывали свои законопроекты под руководством депутатов Госдумы. Ключи от нового дома вручили сегодня участнику СВО Аделю Уркунбаеву. Его возвели в поселке Новые Сокуры Лаишевского района. Дом стал настоящим подарком на день рождения героя. 15 февраля ему исполнилось 22 года. Здесь же еще одному участнику спецоперации Дмитрию Иванову подарили участок под строительство жилья. Сейчас оба бойца проходят реабилитацию в госпиталях страны. Алия Хайрудинова о том, как добрые сердца помогают вернуться к обычной жизни.
Адель Уркунбаев объезжает уже свои квадратные метры. В доме 3 комнаты, гостиная, ванная, большой холл. Все, чтобы было удобно передвигаться на коляске. Адель – участник СВО. На передовую в 2022-м отправился добровольцем. В августе был тяжело ранен, осколок попал в поясницу. Тогда и отказали обе ноги. Врачи обещают, он встанет. Нужно пройти 2-летнюю реабилитацию. Счастлив, хороший, белый, светлый, красивый дом. Теплый, обстановка тоже хорошая. Посадим дерево, семья, и все будет отлично. Дом Аделю за полгода построили неравнодушные жители Лаишева. Участок выделил район. Мы знали, что Адель продвигается в колясках. При строительстве мы сразу согласовали и предложили строителям нам, чтобы двери пошире и подиум, чтобы было низко, чтобы заходить в дом. Все эти дела делались прямо уж на удовольствие. Дом сдали и все. Нет такого. Летом мечеть открываем. Там наши сотрудники, потом этих ребят, они возьмут под шефство. Поэтому, чтобы ребята были заняты. Потом весной начинаем мадраса строить. Там кружки будут какие-то. Это ребята, пускай там у нас работает, зарплат получает. На новоселье приехал вице-премьер Роман Шайхутдинов. Он пообщался с героем и сообщил, поможет с реабилитацией в Иннополисе на самом современном оборудовании. Да, таких центров и в России. Там спортсмены восстанавливаются. Это еще один пример сплочения, говорит Роман Шайхутдинов. Только из Лаишевского района за 2 года отправили 280 тонн гуманитарной помощи. Здесь уже масса инициатив. Строится мечеть, будет строиться медресе. Будут организованы кружки, школа. Мне кажется, большая вовлеченность. И очень важная часть – это военно-патриотическое воспитание. Молодое поколение, которое у нас сейчас с вами подрастает, должно иметь стержень, должно понимать, что происходит сегодня в мире, должно понимать важность того, что делают наши бойцы, наши ребята, наши земляки на территории наших новых субъектов. Не только военнослужащим, мы помогаем их семьям. Понимаем, что здесь остались их родственники, их семьи, где-то надо обшить дом, утеплить, где-то нужно поменять систему водоснабжения, водоотведения, где-то нужно печку поменять. Еще какой-то ремонт, забор поставит. Вот такие бытовые текущие моменты есть. Здесь же, в Новых Сокурах, еще одному участнику СВО подарили земельный участок под строительство дома. Дмитрий Иванов попал на спецоперацию по частичной мобилизации в сентябре 2022-го. Летом 23-го ему после ранения ампутировали обе ноги. Строить семейное гнездо отцу 2 детей тоже помогут благотворители Лаишева. Очень приятно, очень рад, конечно, что помогают. Очень рад, что у нас такие люди хорошие, добрые есть, оказывается, отзывчивые. Дети пока об этом еще не знают. Но узнают, тоже, конечно, сильно обрадуются. Если уж все нормально будет, этим летом хотел бы начать строиться, конечно. Сейчас в Новых Сокурах строят детский сад, есть проект школы на 1200 мест, будет ФАП. Здесь говорят, ребята встали на защиту мирных жителей Донбасса. Сейчас им помогают вернуться в обычную жизнь. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Лаишевский район. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Батрудиновым. До встречи в 21:30. Здравствуйте, Исянмисес, в студии Динар Бадрудинов. В Татарстане в предстоящие сутки погода будет довольно комфортной. Подробности после полезной информации. Скоро весна, а значит время обновления. Успейте заказать кухню и шкаф-купе по вашим размерам по сниженной цене от Данил Мастер. Только до конца февраля скидка на корпусную мебель 20%. Все подробности по телефону в Казани 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Зеленодольске, Арске и Высокой горе облачно, небольшой снег. Температура днем от 8 до 11 градусов мороза, ночью от 15 до 18 мороза. В Буинске, Кайбицах и Дрожжаном облачно, слабый снег. Температура минус 8-12 днем и минус 15-18 ночью. В Мамадыше, Аксубаево, Новошишминске тоже небольшие осадки. Местами прояснения. Температура от минус 11 до минус 13 днем и от 17 до 21 градуса мороза ночью. В Нижнекамске, Сарманово и Менделеевске переменная облачность, слабый снег. Местами будет ясно. Минус 10-12 днем и от минус 19 до минус 23 градусов ночью. В Лениногорске, Павлах и Азнакаево будет переменная облачность. В ряде районов солнце, минус 10-12 днем и минус 20-26 градусов ночью.
туристических городах республики примерно такая же картина. В Свияжске температура днем минус 8 градусов, будет облачно, пройдет небольшой снег, ночью минус 15. В Болгаре минус 10 днем, минус 17 ночью, здесь тоже облачно, ожидаются слабые осадки. В Елабуге облачно, местами снег, температура минус 10 градусов днем и 20 градусов ниже нуля ночью. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В Казани также наблюдается довольно устойчивая погода. Пройдет небольшой снег. Температура днем минус 8, ночью минус 14. Атмосферное давление высокое, 766 миллиметров ртутного столба. Ветер южный, около 3 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Магнитное поле Земли спокойное. Пока это все. Я с вами прощаюсь. До встречи. Берегите себя. Кэннергозамышловался.